Сегодня в программе. В рубрике Soon on Screen авантюрная комедия «Несносные боссы 2». В Алматы состоялся концерт известной российской певицы, исполнительницы шансона и городского романса Любови Успенской. Смотрите сюжет в рубрике Art Event. А в рубрике On the Front Line мы расскажем о литературно-мемориальном доме-музее выдающегося казахского писателя Мухтара Ауэзова. Герой сегодняшней рубрики Master Has It – молодой и талантливый актер кино и театра Чингиз Капин. На больших экранах представлена авантюрная комедия «Несносные боссы 2». Продолжение первой американской картины «Несносные боссы», вышедшей в 2011 году и заработавшей огромную кассу в более чем $300 миллионов. Вторая часть обещает быть не менее интересной и захватывающей, ведь сложившийся звездный актерский ансамбль, в котором Дженнифер Энистон, Кевин Спейси, Джейсон Бейтман и Чарли Дэй, дополнили великолепные актеры Кристоф Вальтз и Крис Пайн. На этот раз история начинается с того, что главным героям Нику, Дейлу и Курту надоедает отчитываться перед начальством, и они решают открыть свое дело и возглавить бизнес. Но хитрый инвестор рушит их грандиозные планы. Уже не надеясь на закон, разоренные и отчаявшиеся горе-предприниматели хватаются за соломинку и замышляют очередной спасительный план – похитить взрослого сына инвестора и потребовать от отца выкуп, чтобы снова стать владельцами своей компании. В Алматы прошел сольный концерт знаменитой российской певицы Любови Успенской. Исполнительница шансона и городского романса вновь одарила своим звонким неповторимым голосом и подарила чудесный вечер своим поклонникам. Сегодня знаменательное событие в городе Алматы. Сегодня совсем скоро на нашей сцене выступит легендарная, шикарная женщина Любовь Успенская. Мы все помним ее самые-самые замечательные песни, хиты. И сегодня для нас, вы представляете, она споет эти самые душевные песни про любовь. Далеко, я смотрю и понимаю, пропадаю я. Ничего о нем не зная, пропадаю я. За него все отдам и потеряю, пропадаю я. А без него судьба другая не моя. Любовь Успенская стала популярной в конце 80-х годов, когда записала свой первый альбом вместе с Михаилом Шуфутинским. Затем в начале 90-х годов исполнила песню «Кабриолет», которая впоследствии стала хитом. На данный момент Любовь Успенская записала более 10 альбомов и стала признанной звездой российской эстрады. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы пришли. Я уже опять повторяюсь за то, что вы приехали. С первой минуты чувствуется ваше глубокое гостеприимство, неповторимое. Спасибо вам большое. Сегодня мы расскажем вам о необычном музее города Алматы. Литературно-мемориальный дом-музей Мухтара Ауэзова дает нам возможность прикоснуться к жизни выдающегося казахского писателя, драматурга и ученого, лауреата Ленинской и Сталинской премии первой степени. Мухтар Ауэзов родился 16 сентября 1897 года в Чингизской волости Семейского уезда, ныне Семипалатинская область. Семья Ауэзовых находилась в родстве с семьей казахского поэта Абая Кунанбаева. Этот дом-музей Мухтара Мырхановича был открыт в 1963 году. После смерти Мухтара Мырхановича в 1961 году семья его, супруга Валентина Николаевна и дочь Лейла Мухтаровна решили организовать дом-музей. Наряду с личным архивом и библиотекой Ауэзова в фондах музея находится свыше 150 тысяч экспонатов в виде мемориальных вещей,
произведений искусства, а также редких фотографий. Музей наряду с культурно-просветительской проводит большую научно-исследовательскую работу по сбору, изучению и популяризации творчества Мухтара Ауэзова. Жемчужиной музея является рабочий кабинет писателя, в котором все элементы его жизни сохранились в первозданном виде. Здесь насчитывается более 6000 наименований книг и журналов. Стол, за которым он закончил «Путь Абая». Планировал написать 6 томов о современниках-шестидесятниках, но написал только 1 том. Это его личные вещи на столе, выставлены более 1000 экспонатов. Малая гостиная, где гости были, беседовали, артисты были, потом столовая. Все это обустроено им самим. На 99% это их вещи, которыми они пользовались. В 11 залах Дома-музея Ауэзова развернута экспозиция, посвященная его жизненному и творческому пути. За годы своего существования музей превратился в один из крупнейших очагов казахстанской и мировой культуры. Мемориальные ценности Дома Ауэзова являются национальным достоянием Казахстана и служат символом духовной культуры нации. Здесь бывали французский писатель Арагон, партийные деятели, в частности Брежнев. Были космонавты в этом доме, ну и другие товарищи. Герой сегодняшней программы – молодой и талантливый актер кино и театра Чингиз Капин. Я осознавал, что это профессия, которая с тобой на всю жизнь. То есть это как некий вирус, который ты получаешь. Бывают разные роли. Но главное, чтобы актер был личностью. Мне кажется, что актер не может быть просто, говорят же, актер это пластилин, это невидимка, или там, то есть он такой нейтральный, взял какую-то роль и играет ее. Актер не кукла, да? Актер это не манекен, это актер личность, человек, который имеет свою точку зрения, который знает, зачем он это делает. И только тогда эти роли становятся интересными. В профессию Чингиз попал случайно. В далекие юношеские годы молодой человек готовился стать профессиональным артистом балета, учась в хореографическом училище, когда вдруг однажды к нему подошли и предложили пройти пробы на одну из главных ролей в знаменитом казахстанском сериале «Саранча», который в начале 2000-х имел огромный зрительский успех. Получив роль, 15-летний Чингиз в одночасье проснулся звездой. Когда сериал закончился, я начал задавать себе вопрос, чего я хочу от жизни. Конечно, я хотел продолжения того волшебного существования на площадке, поэтому я выбрал ВГИК как университет, в который я должен поступить. Учась во ВГИКе у маститых советских артистов, таких как Алексей Баталов, Владимир Грамматиков и многих других, Чингиз одновременно принимал участие в российских проектах и набирался актерского опыта. Вернувшись в Казахстан, Чингиз продолжает карьеру киноактера. Работал в качестве режиссера в казахстанском молодежном сериале «Отсель, друзья и подруги». Но все же на данный момент Чингиз больше времени уделяет театральной карьере. Уже 3-й год Чингиз является солистом независимого современного театра «Артишок», славящийся необычными постановками и импровизированными представлениями. Театр дает некую подпитку, то есть это обмен энергией, и это постоянный тренинг артиста. Я считаю, что актер, который работает в театре, он как разогретый пластилин. Он всегда готов к тому, что завтра ему поступит предложение сняться в огромном, крутом, большом проекте с хорошим, отличным сценарием, нежели чем актер, который от проекта сидит, ждет, потом снимается в рекламе, потом сидит, ждет, потом снимается в сериале, потом сидит, ждет. И кино не происходит. Сейчас, чтобы идти в ногу со временем, я не только интересуюсь и кино, и театральной деятельностью, но также и продюсерской, и менеджмента. То есть мне все это интересно, я пытаюсь уметь делать все, иначе не получится жить. Ролей у меня много. Вот в чем классно, да, что театр дает артисту много ролей. А что нужно актеру? Актеру нужны роли.